История чеченского танца своими корнями уходит в глубокую древность. Чеченский танец, как вид искусства, очень оригинальный вид. Очень самобытный характер, темперамент и манера исполнения чеченского танца делает его неповторимым и отличительным от всех танцев народов мира. Чеченский танец, как и сам народ, свободный, хотя имеет свои четкие определенные каноны, которые не имеет права нарушать ни один исполнитель. Особенность чеченского танца – это то, что и мужская хореография, и женская хореография имеют свои основы, и в корне отличается мужская хореография от женской, также женская от мужской. Хотя в основном у всех народов Северного Кавказа и мужская, и женская хореография основа одна и та же. Просто в мужском танце те же элементы танца повторяются более откровенно, более размашисто. И те же элементы являются в основе женского танца, при этом более сдержанно исполняется. Только в этом отличительная сторона других народов Северного Кавказа, в отличие от чеченского народного танца. В чеченском народном танце мужская хореография имеет свою основу и в корне отличается от женской хореографии. В чеченском танце нету никакого контакта именно с женской половиной. Не то, что нет контакта, даже одеждой нельзя прикасаться к женской половине, к партнерше своей. Юноша ведет девушку в позе воина, охотника, лучника. Это значит, одна рука открыта в сторону, именно в позе лучника. Вторая рука на груди. Это натянутая стрела. В этом положении рук юноша ведет девушку в танце. Девушка в танце, партнерша, это птица в полете, это лебедь. Почему сравнивать девушку, чеченку в танце с образом лебедя? Лебедь – это, во-первых, изящная птица, неповторимой красоты. Подобно ей девушка, чеченка в танце должна ровно, без колебаний корпусом плыть по танцевальной площадке, паукиподобно крыльям птицы. Мягко, изящно. Девушка в танце – это птица, это голубь, это лебедь. И все движения и у юноши, и девушки соответствуют образу. Каноны чеченского танца. Если у других народов юноша покидает танец, удобное ему время, в чеченском танце право покинуть танцевальную площадку за девушкой. Юноша не может раньше девушки прекратить танец, покинуть танцевальную площадку. Это позорно считается в чеченской культуре. Юноша не имеет права настаивать на продолжении танца, что, к сожалению, мы часто в современном чеченском обществе наблюдаем. Это грубое нарушение традиций. Вот это, пожалуй, наиболее отличительные моменты и каноны чеченского народного танца от танца народов Северного Кавказа, Кавказа и других народов. Первооснова чеченского традиционного народного танца, первооснова является воинские танцы, танец охотника, военно-спортивные танцы и состязательные танцы тоже. Любое торжество или скачки, организованные по поводу рождения сына в семье, всегда заканчивались танцем победителя. Человек, который победил на скачке, ему делали подарок, родители или родственники новорожденного. То есть юноша танцевал один сольный танец, мужской танец, танец воина, охотника, и демонстрировал ловкость тела, умением владеть своим телом, и грация, и пластика тела выражалась.
что все вместе способствовало именно подтверждению, что он действительно победитель, что он воин, что он охотник. Вот это первооснова чеченского мужского танца. Девушка в танце – это лебедь, это птица в полете. Настолько изящны, мягкие и незаметны ее переходы рук с одного положения в другое. И поднятая голова, ровный стан и нежно опущенные глаза под ноги себе или в сторону, если юноши, если это она в парном танце, то на уровне газырей останавливался взгляд девушки. Она не могла смотреть ему в лицо. Это уже не чеченский танец. И девушка во время исполнения женского танца никогда не имела права вот так выраженно делать движение плечами. То есть стан велся ровно. Работали только руки, и сочетание с движениями рук работала голова. Но и при этом, если юноша очень близок в танце к девушке, то она опускала глаза под ноги себе, или если смотрела в сторону юноши, она смотрела на газыри юноши. Взгляд выше или ниже не мог быть направлен в сторону юноши. Изящно, грациозная постановка корпуса и при этом скромно опущенные глаза, резкий такой экспрессивный, характерный, темпераментный мужской танец и рядом нежно такой мягкий, скромный женский танец в гармонии, в сочетании дают неповторимую красоту. Вот этим сильно отличается чеченский танец от танцев народов мира.